Учащийся 3 Б-класса Сибайского лицея номер 9 Сергей Акилов обедает в школьной столовой с особым аппетитом. У него, как и у большинства ребят, есть любимое блюдо. У кого-то это картофельное пюре с котлетой, у кого-то салаты, у Сережи рожки с сосиской. Рацион школьного питания сегодня богатый и, что особенно важно для растущего организма, представлен блюдами, приготовленными здесь же на кухне и поданными к столу, пока те еще не остыли. Между тем, часть одноклассников, к недоумению мальчика, предпочитает полноценному обеду перекусы едой, принесенной из дома. Приносят они бутерброды, колбасу. Я считаю, что в столовой кормят вкусно. А полезно? Что? Кушать бутерброды в сухомятку или горячую пищу? Горячую пищу. Мода приносить еду из дома в так называемых ланчбоксах вошла в среду сибайских школьников с прошлого учебного года, когда большинство учебных заведений совершили передачу непрофильных функций, в число которых входит и обеспечение горячим питанием учащихся, так называемым аутсорсинговым компаниям. Такие компании сами поставляют продукты, занимаются готовкой, вот только делают это, по отзывам некоторых родителей, не так добросовестно, как персонал учебного заведения. К числу таких скептиков доселе относилась и Ольга Акилова, мама третьеклассника Сергея. В начале сентября мы в столовую не ходили, не посещали столовую. И уже потом на семейном совете мы решили все-таки попробовать сходить в столовую. Нам понравилось, сейчас ходит с удовольствием. Чтобы узнать мнение о работе школьной кухни, специально приглашать родителей не приходится, комментирует руководство учебного заведения. Доступ для мам и пап совершенно не ограничен. Каждый родитель решает сам посетить столовую и лично удостовериться в качестве школьного питания или верить чьим-то домыслам в интернете. В нашем лицее существует практика. Родители каждого класса имеют возможность прийти в школьную столовую и написать свои отзывы, оставить свои отзывы и пожелания в данной тетради. Здесь у нас отмечены только положительные моменты. Каждый родитель, еще раз повторюсь, может посетить школьную столовую и, соответственно, попробовать ту еду, которой питаются их дети. Мне нравится, что один конкретный человек теперь за это отвечает, что все-таки весь город один и тот же человек обслуживает, не так, как что раньше, одна школа, все свое. У каждого теперь получается, у всех, вернее, одно и то же, не каждого отдельно. Мне это нравится, импонирует. Мы, конечно, с мамами общаемся в 3 классах, форумы у нас по этому поводу были, дискуссии, кому нравится, кому цена неприемлема. Но в итоге, к общему мнению, пришли к тому, что это все-таки достойное питание для наших детей. Горячее питание должно быть обязательно. Прозрачность в предоставлении услуг – главное достоинство новой системы. Платежи, поступающие на имя ученика, проходят через платформу Аксиома, что обеспечивает полную финансовую открытость всем участникам процесса. Здесь же в электронном приложении можно снять или поставить ребенка на питание, получить всю необходимую детализацию. Так, средняя цена за школьный обед сегодня составляет порядка 45 рублей. Стоимость услуги в месяц – около 1000 против прежних 500. Подобное подорожание, как комментируют специалисты, вызвано увеличением рациона школьников. Рагу сегодня, винегрет, салаты постоянно у нас идут, штучные раздаем, когда яблоки, когда шоколадки. Дети любят очень взять эту шоколадку, печеньки. Ну, в целом только, наверное, почти что учет вот этот изменился у нас, потому что сейчас все родители платят в банк на каждый лицевой счет, и это все учитывается у нас в компьютере. И совместно оно идет нашему руководителю, в общем, в нашу бухгалтерию все это уходит, вот этот учет. Вот, поэтому мы взаимосвязаны стали, очень сильно взаимосвязаны с нашей бухгалтерией. В подчинении у Римы Мансуровой, шефа лицейской столовой, тот же поварской состав, что и раньше. Сменилось непосредственное руководство, остался прежним юный потребитель, с которым у работников кухни давно сложились свои особенные отношения. А вот Сибайская гимназия-интернат – одно из немногих образовательных учреждений города, которое не перешло на аутсорсинговую систему питания. Штат учебного заведения предусматривает 2 смены поваров для обеспечения 5-разового питания воспитанников, что затрудняет аутсорсинг данного вида услуг. Примечательно, что случай отравления, зафиксированный в стенах данного учебного заведения 28 сентября текущего года, автоматически стал центральным орудием критики аутсорсинговой системы, которая, как мы уже сказали, здесь не применяется вовсе. Действительно, 28 сентября у нас были зарегистрированы 7 случаев острого гастроэнтерита. По горячим следам
сразу же было проведено эпидемиологическое расследование, были взяты пробы пищевых продуктов и готовых блюд. Врачи обследовали весь персонал, который контактирует с детьми, и также были проведены исследования по обнаружению возбудителей от больных детей. Результаты были отрицательные. Приняты меры по устранению причин возникновения повторных случаев заболевания. Согласно полученным комментариям, причиной отравления могли послужить продукты, лично приобретенные воспитанниками. Свидетельства ошибки со стороны кухонного персонала, согласно проведенному расследованию, полностью отсутствуют. За поставку полуфабрикатов в учебное заведение отвечают те же лица, что обеспечивают столовые других образовательных учреждений города. В случае некачественной партии продукции можно предположить, что пострадавших было бы гораздо больше. Вообще, осуществление частной коммерческой деятельности на рынке общественного питания налагает самые высокие стандарты ответственности для предпринимателя. Для руководства образовательных учреждений внедрение новой системы в первую очередь возможность направить основные усилия на учебный процесс. У руководителей учреждений не болит голова, где найти средства для того, чтобы починить тот же самый сломанный холодильник или сломанную плиту. Здесь и на себя эти обязательства берут тоже организации. Это конкуренция. Мы знаем, что двигатель в целом экономики, двигатель прогресса является конкуренция. Еще вот один положительный момент. В целом хотелось бы сказать, что бы родители не говорили, что бы где-то там и не писали в социальных каких-то сетях, в целом, вот даже мы по нашей школе, если судить, качество питания стало лучше. Самым главным доказательством, свидетельством этому является количество детей, которые посещают столовую. Их у нас от 70 до 80%. Дети питаются с удовольствием, очень хорошие повара, все съедают. Самое главное, вот сейчас у вас как бы есть возможность увидеть, что в конце останутся пустые тарелки. Я думаю, что это самый главный показатель того, нравится ли детям питание в нашей школе или нет. А вот основным и главным критерием, по мнению родителей учащихся, являются положительные отзывы о качестве питания самих юных потребителей. Вкусно. Я все блюда люблю. Да. Мне очень нравится, как там кормят. Ну, вкусно. Ну, мое любимое блюдо – это котлета с пюре или с макарошками. А мне в столовой очень нравится, вкусно, но бывает то, что я не люблю, там каши всякие. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.